4 декабря в Урнарском районе сдан в эксплуатацию очередной объект сельскохозяйственного значения – телятник на 400 голов на Молдокосинской молочно-товарной ферме агрохолдинга «Урнарский мясокомбинат». В торжественном мероприятии в честь открытия телятника приняли участие президент агрохолдинга «Урнарский мясокомбинат» Юрий Попов, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Госсовета Чувашии Алексей Шурчанов, директор ОАО «Урнарский мясокомбинат» Николай Оливанов, глава администрации Урнарского района Андрей Тихонов и руководители ряда сельскохозяйственных предприятий района. Генеральный директор агрохолдинга Юрий Попов отметил, предприятие развивается в ногу со временем. На одном месте не стоит, а вкладывает инвестиции в развитие сельского хозяйства. Ежегодно агрохолдингом строятся и сдаются в эксплуатацию все новые и новые объекты в сфере АПК. В минувшем году был построен новый коровник, а в текущем еще одно помещение, рассчитанное на 400, а фактически на 440 голов. Рассчитанное на 400, а фактически на 440 голов телят. Всего же на Молдокосинской молочно-товарной ферме содержится 5050 голов крупного рогатого скота. Из них дойное стадо 2035 голов. Ежедневно на ферме надаивается 40 тонн молока, которое отправляется на молочные заводы республики. Имея хорошую кормовую базу, предприятие намерено увеличить надой молока до 50 тонн в день. Юрий Алексеевич подчеркнул, что увеличение поголовья животных способствует увеличению производительности как молока, так и мяса. Предприятие и в дальнейшем заинтересовано в направлении инвестиций в аграрную сферу, потому что это и прибыльно, и рентабельно. Вице-премьер-министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что проектов в сфере АПК в текущем году удалось реализовать немного меньше запланированного. Построенные животноводческие комплексы рассчитаны на 4500 скотомест при плане 5000 скотомест. Причиной стало подорожание цен на строительные материалы. Тем не менее, все запланированные проекты будут реализованы в следующем году. Если буквально 5 лет назад с одной коровы в республике надаивали 5000 килограмм молока с одной коровы, то сегодня уже около 6500 килограмм молока, а в племенных хозяйствах около 9000 килограмм. Это удается благодаря введенным новым технологиям – кормопроизводству, производству качественных кормов. Сергей Геннадьевич рассказал и о планах по цифровизации в сфере АПК. В ближайшем будущем планируется оцифровать все имеющиеся поголовья в регионе, построить лабораторию, которая будет заниматься геномной оценкой животных, исследованием качества кормов и молока. Сергей Артамонов также отметил о роли государственной поддержки в сфере АПК, направленной на развитие отрасли. Глава администрации района Андрей Тихонов подчеркнул, что несмотря на трудности, агрохолдинг «Урнарский мясокомбинат» целенаправленно и целеустремленно реализует свои проекты. Он поблагодарил правительство региона за помощь в реализации проектов, пожелал предприятию дальнейшего успешного развития. К поздравлениям присоединился и председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Госсовета Чувашии Алексей Шурчанов. Перед открытием объекта был проведен чин его освящения. Его совершил настоятель церкви села Калинина отец Сергий. В ходе мероприятия гости осмотрели помещение телятника, дали высокую оценку деятельности агрохолдинга в сфере сельского хозяйства. В районном доме культуры поселка Вурнара 2 декабря 2021 года состоялся концерт «Развернись, душа» петербургского артиста, народного гармониста России Игоря Шипкова. Истинно народный артист, виртуозный музыкант и композитор, автор и исполнитель популярных хитов «Флориска», «Тополя», «Ревина», «Ты лети, мой конь», «Теплоход», «Покажи романтику» и других. Творчество Игоря Шипкова широко известно и горячо любимо зрителями не только в России, но и за ее пределами. Концерты артиста – это неповторимое сочетание искрометного темперамента и необыкновенного голоса, народной музыки и русской гармонии в сопровождении современного инструментария, высокий профессионализм исполнительского мастерства, яркое, красочное, незабываемое шоу. До начала своего концерта Игорь Шипков провел мастер-класс с гармонистами района. Он раскрыл им секреты своего мастерства, давал советы по повышению уровня игры на гармонии. Все песни лирические, добрые, грустные, веселые – это жизнь и переживания человека. Они наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину славянской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которые заставляют нас жить, творить, сердце биться, любви. Именно поэтому все песни в исполнении Игоря Шипкова становятся хитами. Их любят по-настоящему. Не только слушают, но и поют.